Все самое важное за эту неделю. В очаге заболевания, проблемы сотрудников психиатрической больницы. Весна на Заречной улице. Дома в рабочем поселке подтопило половодьем. Интернациональная и Ленина спецавтодор объявила аукцион на ремонт дорог. Не попасть в статистику инспекторы напоминают о правилах для дачников. И когда всем сложно, как волонтеры акции «Мы вместе» помогают людям. Смотрите прямо сейчас. Сотрудники Ухтинской психиатрической больницы, в которой был выявлен очаг новой коронавирусной инфекции, столкнулись с рядом трудностей. Об этом в первых числах мая стали писать в социальных сетях. Ранее, 28 апреля, после того, как у 3 пациентов и 2 сотрудников лечебного учреждения подтвердили COVID-19, больницу закрыли на карантин. Тогда же в ежедневной сводке о ситуации сообщил мэр Ухты Магомед Османов. Для того, чтобы каким-то образом предотвратить распространение, мы в аэропорту сделали обсерватор, и сегодня сотрудники, порядка 40 человек, это люди, которые работают не разово, а в смены, порядка 40 человек мы поселили в обсерватор. Но, как отметили сами сотрудники, а также правозащитник Юлия Посевкина, которая представляет интересы работников психиатрической больницы, условия в обсерваторе, мягко говоря, не самые лучшие. Часть помещения оказалась отремонтированной, часть комнат нет. Но между тем люди не отказывались от работы, продолжали ходить на смены. Обсерватор находится в отдалении от больницы до недавнего времени, пока сами работники не пожаловались главврачу. Они были вынуждены ходить до работы с обсерватора пешком. Конечно, подвергая риску заражения окружающих, в случае, если бы они оказались тоже больны. Пожаловались работники не только на это и не только главврачу. О том, что их трудовые права нарушаются, сотрудники заявили в прокуратуру. Так им не выдали приказы и доп. Соглашения по переработке. Меж тем она существенна. Одна из сотрудниц, вышедшая с нами на связь, посчитала, что к 15 мая выработает около 2 своих ставок. Сегодня, 6 мая, находящиеся в обсерваторе все же получили приказ о стимулирующих выплатах. Более 60 тысяч для врачей, 33 для медсестер и 18 для санитарок. Правда, не без вездесущего, но так правозащитницу Юлию Посевкину смутил один из пунктов документа. Пункт номер 3, который говорит о том, что эти деньги будут выплачены в месяц поступления субсидий на иные цели. Что из этого какой вывод можно сделать? Что в случае, если субсидии так и не поступят, людям, которые работали все это время, рискуя своей жизнью и своим здоровьем, не будет выплачено этих стимулирующих выплат. Как отмечает общественница, руководство больницы все же есть за что благодарить. Администрация учреждения идет на контакты довольно быстро. Правда, сказать точно, защищены ли по итогу все права людей, а их в обсерваторе более 30, Юлия Посевкина не берется. Несмотря на все сложности, учреждение продолжает работу. На сегодня, если посчитать по сводке, предоставляемой администрацией муниципалитета, психиатрической больницы Ухты зафиксировано 6 случаев заболевания среди пациентов и 7 среди работников. Режим самоизоляции, объявленный в стране, дается не просто большинству людей. Особенно тяжело незащищенным категориям граждан, пожилым и больным людям. Выходить на улицу им категорически не советуют, они в группе риска. Тогда на помощь приходят добровольцы. Участники всероссийской акции «Мы вместе» стараются поддерживать тех, для кого даже простой поход в магазин становится реальной угрозой заражения. Всего в Ухте им помогают порядка 60 волонтеров, которые разбиты в экипаже по 2 человека. Есть дни, когда мы полностью загружены, то есть это может быть 25 заявок, 30 заявок в день, либо 1-2, то есть это все в зависимости от того, нужно развозить пищевые наборы, не нужно развозить, сколько людям нужно, каким людям нужно в магазин за продуктами съездить, кому там мусор вынести. Молодые люди, требования к возрасту волонтеров от 18 до 50 лет, покупают продукты согласно списку, предоставленному заказчикам. Также в заявке указано, в каком магазине нужно купить продукты, какой они должны быть марки. После доставки человек переводит волонтеру деньги или на счет, или отдает их наличными. Но бывают и другие случаи.
Иногда, понимаете, интуитивно ты понимаешь, что человек заказывает маленький список, и ты вот интересуешься, может быть, вам что-то еще, и в итоге раскрывается понимание того, что у человека просто нету денег. Например, у нас была ситуация, когда женщина, бабушка, заказывала хлеб и воду, больше ничего. И потом мы поговорили, она рассказала о том, что вот болеет, тяжело, лекарства, все уходят, деньги туда. И денег существования совершенно нет. Мы купили хороший, полноценный пакет продуктов для этой бабушки и до сих пор ей помогаем. Реакция на приход волонтеров всегда положительна. Кто-то предлагает угоститься конфетами, попить чаю с пирогами. Приходится отказываться, регламент не позволяет. Часто люди смеются или плачут. Многие кланяются, волонтеры делятся. Тогда становится неловко. Ведь это не они должны кланяться нам, а мы им. Своими действиями мы отрабатываем гражданский долг. От себя добавим, и это правильно. Не словом, а делом. Таким необходимым сегодня. Обслуживают добровольцы не только Ухту, но и пригородные поселки. Так, в поселок Тобысь продукты привозят сразу 9 жителям. Также участники акции «Мы вместе» подняли вопрос об открытии аптеки в одном из поселков. Скоро она там появится. Если вам тоже необходима помощь, можете позвонить по бесплатному номеру, указанному на экране, 8 800 234 11. Если вы хотите вступить в волонтерские ряды, оставьте заявку на сайте мывместе.рф. На сайте госзакупок 30 апреля разместили аукцион на ремонт дорог местного назначения. Максимальная стоимость работ – 134 миллиона рублей. Согласно смете, в летний сезон 2020 года отремонтировать должны 88 тысяч квадратных метров асфальтового полотна. Самое большое внимание улице Интернациональной, ее отремонтируют полностью, и проспекту Ленина – порядка 22 тысяч квадратных метров. Всего в перечне 15 объектов, включая автодорогу Шудаяк-Заболотный и часть дороги от набережных Газовиков до трассы Ухта-Сыктывкар. Согласно документам, размещенным на сайте, все работы должны быть выполнены до 30 сентября. Подрядчика выберут 14 мая. Инспекторы отдела надзорной деятельности и пропаганды напоминают дачникам о противопожарных правилах. В конце апреля в регионе объявлен противопожарный сезон. Так как погода стала благоволить дачникам, многие потянулись на приусадебные участки, что значительно повысило риск пожаров. Для предотвращения возгорания, а также для актуализации правил пожарной безопасности инспекторы посещают дачные массивы. Из-за коронавируса работу пришлось немного изменить. Проводить профилактические беседы с большим количеством дачников нельзя, поэтому вывешивают памятки. Пожарные настоятельно советуют прибрать участок от сухой травы и веток, при этом воздержаться от сжигания этого мусора. Если все же решили это сделать, нужно придерживаться ряда правил. Это можно делать только в специальных металлических коробах, либо бочках. Обязательно должна быть сверху крышка, да, бочка должна быть цельная, либо короб должен быть цельный, не должно быть прогаров, тонких стенок, каких-либо дырок, других отверстий. И обязательно мы следим, рядом имеем возле себя мобильный телефон, воду, либо песок, либо огнетушитель, для того, чтобы в случае выхода огня можно было быстро принять меры. Также дачникам советуют обращать внимание на электрооборудование и исправность проводки. Но самая главная причина пожара все же ненадлежащее обращение с печным отоплением. Перед началом дачного сезона нужно прочистить дымоход, а при топке ни в коем случае не уезжать с участка, пока в печи есть горящие угли. Напомним, только за прошлую неделю в Ухте сгорело 2 дачных дома. Всего же за текущий год зарегистрировано 44 пожара в зданиях жилого назначения и надворных постройках. Ухта поплыла. Реки, протекающие в черте города, превысили отметку 647 сантиметров. Это данные на 16:00 8 мая. За 2 часа вода поднялась на 28 сантиметров, но это еще не пик. В прошлом году цифры были 663 сантиметра. Прогнозы неутешительные. Скорее всего, в 2020-м отметка будет выше. Значит, прирост у нас предшествующие дни был по 50 сантиметров за день. Резко выстрелило вчера, и сегодня в связи с тем, что у нас силы небесные активизировались, прошел ливень, усилилось вследствие этого снеготаяния выход воды с болот, то мы получаем вот такой вот высокий уровень.
Больше всего пострадал от паводка рабочий поселок, но для жителей этого района города такое поведение реки Ухты не новость. Улицу Заречную подтопляет почти каждый год. Кто-то, заранее зная об этой особенности района, строил дома уже с учетом природных условий. Дома нет, у нас это фундамент поднятый бетонный, но еще вода не зашла. А так во дворе уже все залито? В дворе полностью вода. Всего на Заречной пострадало порядка 12 участков. У некоторых жителей вода только на огородах, но есть и подтопленные строения. Так вода в очередной раз стоит в храме Николая Чудотворца. Настоятель храма эвакуироваться отказался. Предлагают в Тиман эвакуироваться. Но мы в прошлом году не эвакуировались, и и в этом тоже не станем. Кто-то уехал, вот соседка, вот дом с красной крышей, она уехала еще вчера в гостиницу, вот пункт эвакуации. У нее дом старый, на низком очень фундаменте, то есть у нее уже дом затоплен внутри. Всего в гостиницу «Тиман» эвакуировали 7 человек, проживающих на Заречной. Им обеспечено проживание и питание. Также на контроле находятся дома по улицам Вокзальная и Почтовая. От половодья в этом году пострадала Новая набережная. Нижние смотровые площадки 7 мая оказались под водой. А во взрослом парке вода была даже на центральной аллее. Такого никогда не было. Под угрозой оказался пешеходный мост в парке. Сегодня уровень Чебью удалось опустить после того, как для потока, с которым не справлялась дамба, сделали ров. Ну да, здесь был берег, получается, убрали, чтобы вода ушла в другое русло. Потому что через плотину она быстро не уйдет. А если не уходила бы, мост бы мог быть. Потому что уровень поднимался. Также паводок размыл дорогу к поселку Тобы. Сегодня там уже начали проводить восстановительные работы. Точно сказать, через сколько дней дорога будет готова к проезду, нельзя. Но в населенном пункте есть запас продовольствия. В случае, если его не будет хватать, привезут по железной дороге. Пик половодья еще не пройден. Реки будут подниматься в ближайшие 2 суток.